никакого бы конфликта не было. А там уж кто в каком состоянии, это другой разговор. Дальше. Нет, ну, оскорбление... Подождите, вы послушайте меня. Оскорбление, к сожалению, стало обыкновенным делом. Сегодня у меня вся лента Инстаграм пишут говно косоглазое. На матах это все, понимаете? И пишут из Москвы, там, Подмосковья, там, Санкт-Петербурга, Калуги. Уже националистические высказывания, всех убить надо здесь, в этом Якутске. Но это что такое? Я считаю, что все-таки диалог должен быть, чтобы мы слышали друг друга. Значит, предлагается следующее. Поскольку с 1 января мы в новом законодательстве, да, значит, появляется возможность, чтобы пункты передержки, значит, приюты, они могут быть как муниципальные, государственные, так и частные. Да? Это первое. Во-вторых, к этой работе могут привлекаться и некоммерческие организации. Поэтому мы готовы все средства, которые перечисляет республиканский бюджет, значит, направлять не некоммерческой организации, которая готова взять на себя эту работу. То есть, если мы еще в 2019 году это обсуждали, то новое законодательство это позволяет. Все деньги в полном объеме, которые республика выделяет на проведение, значит, работы с безнадзорными животными, мы готовы направлять некоммерческой организации для того, чтобы проводилась работа. Полагаю, тогда ситуация станет более прозрачной. О какой сумме идет речь? Значит, они в этом году выделяют нам сколько? 7 миллионов 400 рублей. 7 миллионов 400 рублей республика выделяет. Конечно, этого недостаточно. Наша с вами общая задача добиться увеличения финансирования для того, чтобы работа проводилась в полном объеме. Потому что эти 7 миллионов 400, безусловно, ни на что не хватит. Мы же с вами говорим об отлове, мы говорим о цивилизованном содержании, здесь стерилизации, агрессивные животные, значит, под ветеринарным надзором и так далее, они должны здесь содержаться пожизненно, правильно? Поэтому, если мы говорим о полном комплексе мероприятий, безусловно, эти 7 миллионов 400 ни на что не хватает. О чем я и говорю, значит, весь прошлый год и в конце прошлого года. Этой суммы недостаточно. Предварительная оценка, что деньги нужны, в объеме где-то порядка 130 миллионов рублей, наверное. Ну, даже более 200 мы осметились, да, посмотрели масштаб отлова, причем наши расчеты были основаны на данных Департамента ветеринарии, да, и с учетом того, что нужно нам сегодня возвести приют, который способен, ну, нормальный приют, как по замыслу законодателя, который будет соответствовать всем требованиям, то есть эта сумма равна порядка 200 миллионов. Вот о такой сумме идет речь. Это содержание, отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск и, соответственно, сам приют. Поэтому наша с вами общая задача не ругаться друг с другом и выяснять отношения, а работать совместно, чтобы довести до, значит, людей, которые распоряжаются бюджетом республики, что этих 7 миллионов 400 ни на что не хватит. Это первое. Поэтому, значит, мы сейчас документы готовим. Они же постановление правительства приняли только в конце декабря. Мы с этим документом вот сейчас ознакомливаемся. Но он, в принципе, стандартный, там никаких нововведений нет. Второе, это то, что мы сейчас эти деньги, значит, будем готовить, выставлять на конкурс. Надо принимать участие в конкурсе. Мы готовы 100% безвозмездно пункт передержки передать, значит, некоммерческой организации, которая этим будет заниматься, вот в таком виде, как он и есть, безвозмездно, не требуя никаких денег, не продавая ничего. Если у муниципалитета будут свободные деньги, поможем с материалами, еще с чем-то поможем, потому что понятно, что эти 7 миллионов 400 закончатся быстро. Но на сегодняшний день никто не понимает, сколько реально потребуется денег. Те расчеты, которые сделал департамент ветеринарии, они неадекватные. Неадекватные, потому что на стерилизацию они там заложили нам 549 рублей. Но мы все с вами знаем, сколько стоит стерилизация. Во-первых, даже самая маленькая собачка, если там 10 килограмм веса, да, например, это, ну, сколько? 2,5-3 тысячи минимум, да, около того. Ну, плюс к этому мы же понимаем, что это полостная операция. Я одну из 3 своих собак после стерилизации, ее же выхаживать надо минимум 10 дней. Это бандажи нужны, это уколы нужны, ветеринарный присмотр должен быть, соответственно. Вот. А тут они, значит, 549 рублей, мне говорят, заложили. Причем они заложили на количество собак 2,5, да, или сколько? 2,5 собак они заложили из расчетной, когда у нас в городе более 10 тысяч безнадзорных животных.
Далее, значит, те препараты, которые они, значит, в качестве обезболивания предлагают использовать, ксила или как он Да, называется? сила. Да, но это же, как мне объясняют специалисты, это просто релаксант, это не обезболивающее. То есть животное во время операции будет все чувствовать абсолютно, это же ненормально. Конечно, это дешево, да, но это же будет больно. Попробуйте-ка вот полостную операцию на себе, хотя бы там на руке что-нибудь сделать, это или мы говорим о полостной действительно операции, это же больно. Но они заложили такие препараты и считают, что 7 миллионов 400 городу Якутску замечательно хватит. Почему вот я в конце года начала разговор об этом? Потому что, вы знаете, есть разный уровень полномочий. Федеральные, республиканские полномочия, муниципальные полномочия. В свое время, в 2014 году, законом республики, республиканские полномочия по соглашению передали, с согласия города Якутска, передали городу Якутску в 2014 году. Сначала заложили в год 12 миллионов, и потихонечку сокращали. 19 год, значит, на всю работу по городу Якутску отвели, значит, нам 6 миллионов рублей. Пока жилкомсервис мог, пока ситуация с мусором, эта мусорная реформа не началась, жилкомсервис за свой счет еще как-то тут худо-бедно содержали, ну не без нареканий, конечно. В этом году жилкомсервис в предбанкротном состоянии, и, соответственно, они свои деньги уже вкладывать не могут. Но вы видите, руководство жилкомсервиса, оно адекватное. В принципе, человек готов к диалогу, к разговору. И я бы очень попросила, без взаимных оскорблений, без унижения там, человеческого, национального достоинства и прочих вещей, вести диалог цивилизованно. У меня у самой до недавнего времени было 3 собаки. Но 2 уже были старенькие. Одна у меня пропала, полагаю, что ее отловили и усыпили. Я не нашла свою собаку. Она у меня была дворняжка. 2 собака умерла у меня от онкологии. Лечили год. Что такое онкология у собак, ну, сталкивались, знаете, это довольно тяжело на самом деле. Они же не говорить не могут, ничего, одно страдание в глазах. И сейчас осталась 3 собака, мелкий. Вот. И поэтому я абсолютно понимаю, всегда говорю о том, что закон действительно, он гуманный, он правильный закон, потому что животные, я считаю, только говорить не могут, остальное они все чувствуют. Но если вот не хватает денег, нам нужно объединить усилия для того, чтобы довести до тех людей, которые принимают решения о необходимости, достаточно. Поблагодарить и принять надо, я повторяюсь. Абсолютно на пустом месте создали конфликты и так в непростой ситуации. И я еще раз говорю, дело дошло до национальных оскорблений на национальной почве, у какого разреза глаза, что в Якутск там живут одни живодеры, мэр, подними свою задницу, там, иди туда-то и туда-то. Да это что такое вообще? Вот поэтому противостояние в обществе между там зоозащитниками там, и остальными, кому, в общем, эта проблема не близка, оно накаливается. Наша с вами задача не допускать таких вещей. Не допускать, потому что мы в диалоге, мы слышим друг друга. Ситуация понятная. Ситуация понятная. Но тем не менее, проще обвинять друг друга, проще, значит, делать какие-то ужасные видео, сливать в сети кусочки того, что происходит. А мера ответственности за свой город, его имидж, это тоже как бы наша с вами общая задача. Так, и ваша, и моя. Задача наша общая, но факт остается фактом. У нас в Якутии плохо относятся к животным. Да. Да, у нас никто не запустит собаку погреться в торговый центр или в подъезд, или еще что-то. Они лежат и замерзают. Но я повторяю еще раз. В этом... Обвинять друг друга проще. Наша с вами задача. Вас, как рационального зерна, которые знают, что делают, и сердце у вас болит, и душа у вас болит. Вот вы знаете, что... А мы в данном случае организационно должны помогать и делать так, чтобы это все было. На остальных горожан нам с вами надеяться пока не приходится, к сожалению. Ну, с ними надо работать. Нужно, Надо я не работать. знаю, какую-то агитацию вести. Надо работать. Баннеры, не знаю, может быть, город предоставит, да, какие-то места, я не знаю. Вы думаете, баннеры помогут? Помогут.